Здравствуйте, эфир телеканала сети «Эрештон» продолжает программа «В итоге». Расскажем обо всем, что произошло в республике за неделю. В студии Вячеслав Музаев, и в начале выпуска коротко о главном. Самые родные и близкие для нас – это семья. В Северной Осетии официально стартовал год семьи. В четверг в Остинском театре провели торжественное открытие. Мероприятие посетил Сергей Миняйло. Мы все работаем командно на результат. На неделе Кабмин во главе с Борисом Джанаевым посетил Дегорский район. На выездном совещании определили главные задачи этого года. Но самое главное, чтобы пациент, идя к врачу, не боялся ничего. Сегодня Всемирный день борьбы против рака. В республике постоянно улучшают методики лечения, но самое главное, говорят специалисты, своевременная и регулярная профилактика. Россети направят больше 1,5 миллиарда рублей на финансирование инвестиционных проектов в Северной Осетии. В Москве глава республики Сергей Миняйло и гендиректор компании Андрей Рюмин обсудили главные задачи этого года. В первую очередь специалисты модернизируют магистральные энергообъекты во Владикавказе и Моздоке. Это повысит надежность электроснабжения всей республики. Продолжат электроснабжение строящихся туристических комплексов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий. По словам главы, для Северной Осетии надежность электросетевого хозяйства – один из приоритетных вопросов. Почти 1,5 миллиона человек посетили Северную Осетию в прошлом году. По данным профильного комитета, ассортимент туристических продуктов постоянно расширяется. Особенно гостям нравятся сплавы по рекам, пешие походы и джипинг. Сейчас в республике 68 коллективных средств размещения, и в пик сезона они загружены почти на 100%. Накануне Сергей Миняйло в формате видеосвязи участвовал в заседании правительственной комиссии по развитию отрасли. В рамках форума «Россия» его провел зампред правительства страны Дмитрий Чернышенко. За 2023-2024 годы на развитие туризма в стране выделят около 100 миллиардов рублей. При этом через 6 лет турпоток может увеличиться к 2030 году до 140 миллионов поездок ежегодно. 2024 год президент Владимир Путин объявил годом семьи. Праздничные мероприятия уже начались по всей стране. В нашу республику привезли всероссийский семейный очаг. Отсюда он попадет во все регионы Северного Кавказа. А в пятницу в Северо-Осетинском государственном академическом театре имени Тхапсаева провели торжественное открытие. Лидия Цахилова с подробностями. В зале практически нет свободных мест. На торжественной церемонии сотни человек со всех районов республики. С важным днем жителей поздравил глава Сергей Миняйло и многодетная семья Габиевых, которая представила Северную Осетию на Всероссийском форуме «Родные, любимые». Семья – это монолит, да, не фундамент, который воспитывает патриотов, который воспитывает людей, нормальных, хороших людей. Есть такое понятие, да, хороший человек. В любой тяжелой, самой тяжелой обстановке, когда нам всем плохо, а такое, к сожалению, в жизни бывает, и у каждого, наверное, бывает, тяжело, рядом с нами остается только кто. Самые родные и близкие для нас – это семья, да, и самые близкие друзья. Поэтому глубокий смысл во всем этом. Я хочу поздравить от всей семьи вас с Новым годом, с этим годом семьи. Думаю, что каждая семья рада этому. И не только семья, а вся Россия. Многодетные семьи, а также целые семейные династии учителей, врачей, военных, спортсменов, художников. Среди них и те, кто отдает долг родине в зоне спецоперации. Организаторы подготовили насыщенную концертную программу. На сцене выступил ансамбль семьи Айларовых из Алагира. Песню о родном городе репетировали каждый день. Мама, врач-бактериолог Светлана Айларова, воспитывает 5 дочерей. 2 из них пошли по ее стопам. Первое – это мама показывает своим примером. Даже не надо говорить, вот надо так себя вести или вот что-то надо вот так делать. Просто показывать своим примером,
И дети, видя это, будут делать точно так же. Занимались образованием детей, все получили высшее образование, но все равно быть хорошим человеком и оставаться им до конца жизни – это для меня самое главное. Секретами счастья и благополучия на сцене Осетинского театра делилась каждая многодетная семья. Они простые, но такие важные. Чтить традиции, уважать старших, быть примером для младших. Только так можно вырастить достойное поколение. Лидия Цахилова, Георгий Гагиев, Азамат Кудзагов. Специально для программы «В итоге». Социальные контракты, сельское хозяйство, переселение из аварийного жилья. Дегорский район благодаря госпрограммам активно развивают. Во вторник его посетили руководители министерств и ведомств во главе с председателем правительства Борисом Джанаевым. Члены Кабмина посмотрели на месте, как там выполняют поставленные задачи, и разработали план действий на год. Итоги выездного совещания в репортаже Алины Цгоевой. В некогда заброшенной постройке теперь едва ли не самая популярная в Дегоре студия флористики. Косметическая отделка вдохнула новую жизнь и подарила ее хозяйке возможности, о которых та мечтала годами. Это один из 95 проектов в районе, в который регион вложил деньги в прошлом году. Социальный контракт в новом же интересен еще больше. Теперь появилась возможность подавать заявление через портал госуслуг, что делает эту меру соцподдержки более доступной и качественной. А это самое большое, оно же самое передовое мясное хозяйство в районе. 876 голов скота. В 2019-м КФХ получала грант на 10 миллионов рублей. Зарекомендовала себя как социально и экономически значимая для региона. В прошлом году деньги снова выделили на развитие, благодаря чему удалось реализовать 70 тонн мяса. Предприятие, в которое нужно вложить деньги для того, чтобы процесс производства расширить. Они и рабочие места создают, и налоговые отчисления в бюджеты разных уровней идут. Поликлиника при районной больнице – хороший пример того, как госпрограмма помогает улучшать здравоохранение. Трехэтажное здание на 150 посещений, есть сложное и передовое оборудование и штат, специально обученный на нем работать. Что касается финансового состояния учреждения, также оно устойчивое. За 2 года погашена вся кредиторская задолженность. Это позволяет учреждению своевременно закупать все необходимое. Вопрос развития Дегорского района на повестке выездного заседания правительства. Но сначала мониторинг объектов, тех, что уже готовы, и тех, что еще предстоит реализовать. К примеру, школа в Дурдуре, здание старое, давно не ремонтировали, здесь 450 мест. Для такого села слишком много и слишком мало того, что должно быть в школе нового поколения. Этот вопрос не решался уже много лет. Наконец-таки мы нашли решение по программе Минсельхоза, и школа приобретет нормальный вид. Аварийная жилая двухэтажка свое переселение ждала годами. И только сейчас дом, в котором теперь будут жить 27 семей, закончили строить буквально в 2 метрах. С собственниками помещений договоры уже заключены. А общая стоимость проекта больше 50 миллионов рублей. Помочь всем жителям, которые будут здесь жить, оформить документы, соответственно, ну и привести, если какие-то будут недочеты, тоже привести все в надлежащий вид. Одновременно с этим в самом центре Дегоры появился огромный и многофункциональный сквер. Тот самый, что выиграл на всероссийском конкурсе лучших проектов по комфортной городской среде. Сумма гранта 89 миллионов рублей, а площадь благоустройства почти 20 тысяч квадратных метров. Кстати, у нас Дегора в этом году тоже участник опять программы, потому что программа не останавливается на федеральном уровне. И здесь тоже уже определен участок, определено финансирование. За 2 года по госпрограммам и нацпроектам в Дегорский район вложили почти 3 миллиарда рублей. Деньги пошли на модернизацию объектов инфраструктуры и поддержку граждан. На 109% вырос индекс промышленного производства, а объемы инвестиций аж на 24%. С этого года станут больше поддерживать граждан пожилого возраста и инвалидов. Этот механизм позволяет повысить качество жизни пожилых людей, инвалидов. Он уже показывает свою эффективность. Сейчас системой охвачены более 200 человек. Все, что предстоит сделать району, председатель правительства поручил на месте. Ориентир, как и всегда, на качество работы и сдачу объектов в срок. К примеру, в сфере культуры особое внимание Центру культурного развития, его запуску и продвижению. Что конкретно нужно сделать каждому ведомству, отдельно обсудили на заседании. Глава республики такие ориентиры и векторы направления всем установил, поэтому мы все работаем
команда на результат. Такие выездные заседания для правительства очень нужны, чтобы получать последние данные не по бумажкам из кабинетов, а из первых рук. Это удобно хотя бы потому, что многие вопросы можно решить не через официальные письма и обращения, а сразу на месте. Алина Цгоева, Алан Суанов. Специально для программы «В итоге». За 3 года в Северной Осетии заключили почти 3700 социальных контрактов. Сумма финансирования больше 680 миллионов рублей. Такие цифры привели на совещании Бориса Джанаева с Кабмином. Еще 230 миллионов запланировали на этот год. Как отметил премьер, это одна из самых эффективных и востребованных мер господдержки. С ее помощью можно начать свой бизнес, развить личное подсобное хозяйство, найти работу и пройти обучение. Важно помогать начинающим предпринимателям на всех этапах. С января подать заявление на соцконтракт стало еще проще. Его можно заполнить на портале госуслуг. На совещании были и представители малого бизнеса. Благодаря соцконтракту Аслан Хубаев запустил производство готовых кормов для животных, а Карина Хугаева открыла кондитерскую. После успешного развития своего дела у обоих в планах расширяться. Житель республики, который обратился за помощью, должен получить помощь максимально быстро, просто, ну и самое главное, сопроводить до логического завершения его весь процесс. Поэтому вот это самая главная задача всех нас, конструктивно. Помочь ему в сотрудниках, помочь в реализации продукции тоже. Здесь отдельный диалог. Нужно подключать все наши торговые сети, федеральные сети, региональные сети, которые реализуют продукцию. Вот это все вы должны конструктивно сделать. С Минэком, с Минтрудом нашим. Проработайте в районах эту всю ситуацию. Окажите содействие, у вас все механизмы в руках. Хотим выйти на такой уровень, что мы могли обеспечить вот этим комбикормом жителей нашего региона, таким комбикормом эконом-уровня, которое будет соответствовать всем качественным показателям. И сегодняшнее совещание, думаю, нам даст такой хороший толчок в направлении в будущее. И сам председатель правительства Борис Борисович дал поручение всем ведомственным министерствам, чтобы рассмотрели более детальный вопрос всех тех предприимчивых людей, которые в дальнейшем надеются увеличить и нарастить свое производство. Долгожданные жилищные сертификаты почти на 20 миллионов рублей получили 10 жителей Владикавказа. Свидетельство людям с тяжелыми формами хронических заболеваний вручил Вячеслав Мильзахов. А вот Люси Джуевой глава администрации вручил ключи от новой квартиры. Инвалид долгие годы жила в ужасных условиях, а теперь переедет в новый дом. Программу Министерства строительства России реализуют с 2020 года. За это время свидетельства получили 72 человека. Администрация города продолжит эту работу. Вы сегодня видели, наша горожанка получила квартиру, она долгое время стояла на этой очереди. И сегодня, наконец-таки, нам удалось вручить эти ключи от квартиры, чему я очень рад. И желаю, чтобы эти ключи от квартиры принесли тепло и радость ее семье. Вторую масштабную кампанию по президентским выборам запустила Центральная избирательная комиссия Северной Осетии. В республике установили 120 билбордов с главной информацией о предстоящем голосовании. Также до 11 марта можно подать заявление и определить удобный для себя избирательный участок. Исполнить гражданский долг можно в любой точке России, независимо от места регистрации. Сделать это несложно. Можно подать заявление на госуслугах. Это самый популярный способ, им уже воспользовались больше 500 человек. Либо прийти в ближайшую территориальную избирательную комиссию или МФЦ. Напомним, 8-е выборы президента России продлятся 3 дня: 15, 16 и 17 марта. 31 января уже окончательный список тех претендентов в кандидаты на пост президента будет сформирован. Те кандидаты, которые еще должны донести необходимый пакет документов, должны будут его представить 31 января до 18:00 в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации. И тогда мы будем уже более предметно представлять себе, как может выглядеть наш избирательный бюллетень в марте.
Сейчас небольшая реклама, после продолжим выпуск. Мы продолжаем выпуск. Плановые осмотры и своевременная диспансеризация. В прошлом году благодаря этим мерам удалось выявить серьезные онкологические заболевания на ранней стадии более чем у половины пациентов республики. Сегодня Всемирный день борьбы против рака, и это дополнительный повод напомнить людям, что их собственное здоровье во многом зависит от них самих. Зоя Тараева продолжит тему. С каждым годом онкология молодеет. Причин возникновения много. Солнечный ультрафиолет, генетическая предрасположенность, вредные привычки, вирусные инфекции, стресс, негативное влияние экологии. И это лишь малая часть. Очень важно не игнорировать симптомы, говорят специалисты. Раннее выявление онкологии повышает шансы на полное выздоровление и сохранение высокого качества жизни. Самое главное, чтобы пациент, идя к врачу, не боялся ничего. Потому что, когда пациент что-то скрывает от врача, он только себе хуже делает. И его выздоровление во многом зависит от того, насколько они с врачом будут идти в ногу, друг друга понимая. Поставить точный диагноз невозможно без правильной диагностики. Отклонение от нормы можно обнаружить по снимкам КТ, МРТ, исследованиям УЗИ. Рак кожи – наиболее часто встречающийся вид онкологии в нашей республике. На втором месте – рак молочной железы. И на мои вопросы, как вы могли себя допустить до такого состояния, обычно следует ответ: а кто мои домашние дела будет делать, а кто меня в огороде будет копыраться, понимаете? Но когда болезнь этого пациента придавит в углу, тогда все находится. И кто домашние дела будет, и кто огород будет копать, все находится. И вот чтобы до этого не доводить, вот эти предназначены эти день открытых дверей. В онкодиспансере ежегодно проводят День открытых дверей. Так специалисты хотят привлечь внимание людей к своему здоровью. Медучреждения оснастили современным диагностическим и лечебным оборудованием. Это и аппараты КТ, МРТ, это замечательный линейный ускоритель, это аппараты УЗИ премиум-класса, это видеоэндоскопическая, лапароскопическая техника, аргоноплазменный коагулятор и много другой замечательной техники, которым был оснащен онкодиспансер в рамках программы борьбы с онкологическими заболеваниями. И как раз таки это и дает нам возможность диагностировать опухоли на ранних стадиях. И это дает нам возможность как раз таки расширять хирургические методы лечения и, соответственно, повышать качество жизни, качество лечения пациентов. Жители могут пройти необходимые исследования и проконсультироваться с онкоурологами, онкомаммологами, онкогинекологами, абдоминальными хирургами и специалистами опухолей головы и шеи. Проводим операции на органах брюшной полости и грудной клетки, наиболее, в том числе и сочетанные, комбинированные вмешательства, когда идет поражение нескольких органов и систем. В основном это пациенты пожилого и старческого возраста. Необходимо отметить, что есть и пациенты достаточно молодого возраста, это до 30 лет, до 40 лет. И здесь очень важно, конечно, проходить вот какие-то диспансерные наблюдения и скрининговые программы. В прошлом году в Северной Осетии более чем у 50% пациентов заболевания выявили на ранних стадиях. Важную роль играют не только диспансеризация и плановые осмотры, но и самообследование. Врачи рекомендуют раз в месяц осматривать себя на наличие высыпаний, припухлостей или уплотнений. Когда бывает вот такая возможность, что можно в день открытых дверей прийти и просто побеседовать со специалистом, чтобы предотвратить даже риски возникновения тех или иных заболеваний или выявить, есть ли у вас предрасположенность к тому или иному заболеванию, действительно лучше это сделать. Хуже не будет. Современная медицина стремительно развивается. Существуют разные способы лечения онкологии. Среди них оперативное вмешательство, медикаментозный метод, химиолучевая, гормональная терапия. Активно внедряют лапароскопическую и роботическую хирургию, что позволяет оперировать радикально и менее травматично. Иногда для максимального эффекта врачи сочетают несколько видов лечения. Все индивидуально и зависит от вида опухоли, ее локализации и общего состояния пациента. Также доктора советуют не надеяться на народные средства, а обращаться к узконаправленным специалистам, особенно когда заболевания выявили на последних стадиях. Заболевания, как рак предстательной железы, активно используется брахитерапия, так называемое вживление микроисточников радиации в предстательную железу, которые длительно, локально
воздействуют на онкоочаг и позволяют его побеждать. Радиоизотопные нуклидные методы сегодня огромное направление в нашей стране. В Обнинский центр огромный, который развивает это направление, оно очень перспективно. Специалисты уверяют, профилактика – самый действенный способ борьбы с онкологией. Поэтому в нашей республике делают все, чтобы плановый медосмотр люди проходили как можно чаще. Зоя Тараева, Алан Суанов, Мария Котаева. Специально для программы «В итоге». Проконсультироваться со специалистами, выявить и вылечить бесплодие, провести пренатальную диагностику и процедуру ЭКО. Во вторник в Республиканском центре охраны здоровья семьи и репродукции был день открытых дверей. Все услуги жители получили бесплатно по полису ОМС. Всего охватили около 300 пациентов. А по нацпроекту «Демография» до конца декабря специалисты планируют провести больше 250 процедур экстракорпорального оплодотворения. Мероприятие посвятили Году семьи. Мы проводим обследование супружеских пар и при наличии показаний к лечению бесплодия, вернее, при наличии бесплодия мы уже предлагаем им тот или иной метод лечения бесплодия, в зависимости от того, какую причину мы нашли. Есть ситуации, когда мы можем справиться консервативно, то есть проводим какое-то обследование, подготовки. Очень часто у нас пациенты беременеют, уже не доходя до программы ЭКО. Но в ряде случаев, когда мы имеем большое длительное бесплодие, какие-то причины такие, которые невозможно устранить без нашего вмешательства, то мы уже предлагаем метод лечения бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий. Если, допустим, у супружеской пары не наступает беременность в течение 1, максимум 2 лет, чтобы не пользовались никакими нетрадиционными методами лечения, обращались к врачам-специалистам и получали правильные грамотные консультации и шли как можно быстрее к достижению своей цели, то есть к рождению здорового ребенка. В прошлом году процедуру экстракорпорального оплодотворения провели 240 раз семьям, которые не могут иметь детей по медицинским показаниям, но очень хотят стать родителями. Благодаря нацпроекту «Демография» записаться на ЭКО можно абсолютно бесплатно. Нужен только полис ОМС. О том, как современная медицина помогает в непростой ситуации, расскажет Залина Калманова. Внематочная беременность, сложная операция, а после страшный диагноз – бесплодие. А дальше рассказывает Мадина многочисленные процедуры и визиты к врачам, которые со временем стали обычной рутиной. Только спустя 4 года неудачных попыток забеременеть девушка решилась на экстракорпоральное оплодотворение, но безуспешно. Плод не прижился. Через год Мадине провели процедуру ЭКО повторно. И, наконец, долгожданный вердикт – у вас будет ребенок. Этот непростой путь она прошла не одна. Пациентку поддерживал врач Виталий Гурин. Во многом благодаря его мудрым советам, говорит девушка, она ни разу не опустила руки. Беременность у меня протекала очень легко. Виталий Евгеньевич всегда был со мной на связи, несмотря на то, что я уже относилась в другую поликлинику. Всегда могла набрать, спросить, а как так, а что. Ну, страшно же все-таки как-то ЭКО, и больше него, мне кажется, никто не знает, как, в принципе, правильно. И в итоге с Божьей помощью сама родила. Даже врачи были в шоке, что я могла сама родить, не кесарево, а сама. Сейчас ее дочь через 3,5 года. Мадина наслаждается каждым моментом рядом с таким желанным ребенком. Отдает ей всю любовь. Недавно девушка решилась на 2-го малыша и уже готовится к новой процедуре ЭКО. У меня была полная ЭКо, то бишь с взятием материала. Пункция у меня была, потом опять подсадка. 2-й раз у меня опять не получилось. По счету это получается 4-й раз. И вот сейчас я опять пришла в 5-й раз, я не сдаюсь. Надежда у меня есть, я верю в святые силы, верю в Виталия Евгеньевича, что он проводник, его не просто так мне послал Господь Бог. Сложно поверить, но новая жизнь зарождается в этой лаборатории. Генетический материал находится в специальных пробирках. Температура в комнате плюс 22, а влажность от 50 до 75%. Это обязательные условия, которые необходимы для удачного оплодотворения. В Республиканском центре охраны здоровья семьи и репродукции работают на новейшем оборудовании. Благодаря современным приборам врачи контролируют беременность, могут выявить патологию плода на самых ранних стадиях. А для процедуры ЭКО здесь предусмотрено все до мелочей. Мы находимся в операционной, где производится пункция яичников. Будем так говорить, первый этап при проведении процедуры ЭКО.
Пункция проводится под наркозом, соответственно, проводится под ультразвуковым контролем забор яйцеклеток у женщины, и эти яйцеклетки передаются вот в то окно, где находится эмбриологическая комната, будем так говорить. Это сердце нашей лаборатории. Но успех операции не всегда зависит от оборудования или рук врача. Чем старше возраст и длительность бесплодия, тем меньше шансы забеременеть. По статистике успешными оказываются лишь 30% процедур. В минувшем году по нацпроекту «Демография» в Северной Осетии провели 240 процедур ЭКО. В результате на свет появились 124 ребенка. На сегодняшний день процент бесплодных супружеских пар растет с каждым годом, да, и единственным методом для того, чтобы наступила беременность у пациентов, является метод экстракорпорального оплодотворения. Соответственно, конечно, этот проект имеет большую и социальную, и медицинскую значимость, да, потому что очень много супружеских пар, у которых на сегодняшний день наступление беременности и рождение здорового ребенка без проведения процедуры ЭКО практически невозможно. В этом году по нацпроекту «Демография» в Северной Осетии проведут 252 процедуры ЭКО. Операция осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования. Принять участие в программе может любой гражданин России с действующим полисом ОМС и подтвержденным диагнозом бесплодия. Залина Калманова, Заур Кудзаев. Специально для программы «В итоге». После капитального ремонта в селении Виноградное открыли врачебную амбулаторию. Раньше условия там были, мягко говоря, не очень. Старое оборудование, отсутствие элементарных удобств, и обслуживать медики должны были пациентов еще из ближайших 5 сел, почти 7 тысяч человек. Но все это уже в прошлом. Новая амбулатория на 100 посещений в день. Есть современная медтехника и полный штат опытных специалистов. Рентген-аппарат, но пока мы еще его не апробировали, это, там нужно лицензию получать на него. А так все. Вот этот плюс. Этого у нас раньше не было. Стоматологический кабинет теперь отвечает всем требованиям. Новые бормашина, автоклав для дезинфекции, камера хранения инструментов. Терапевт Татьяна Ступина рассказывает, здесь есть все, чтобы принимать пациентов. В среднем это 10-12 человек в день. Вот этого у нас всего не было. Мы просто стерильными салфетками все это закрывали, накрывали как могли. Да, и еще у нас есть аппарат, который склеивает крауф-пакеты для того, чтобы помещать их потом в автоклав. Намного лучше, конечно, стало. Кабинет очень светлый, комфортный. Открытие амбулатории жители Виноградного ждали давно. Здание построили еще в начале прошлого века и ни разу не ремонтировали. На торжественной церемонии сельчан поздравили глава Моздокского района Геннадий Гугиев и министр здравоохранения Суслан Тебиев. Было принято решение войти в программу модернизации первичного звена. Конечно, были разные вопросы к этому зданию. Решения были приняты. И реализацию этого капитального ремонта каждый сейчас может уже посмотреть и оценить. Амбулатория рассчитана на 100 посещений в смену. Принимать будут терапевт, хирург, гинеколог, педиатр. Всего 9 врачей, а также средний и младший медперсонал. Помимо Виноградного медучреждения обслуживает еще 5 населенных пунктов. Раздольное, Сухотское, Малгобек, Хурикау и Кусово, что очень удобно для местных жителей. Ездили в Раздольном, ездили в Сухотском, ездили, куда можно было, туда ездили. У нас не было другого выхода. А теперь это радость, что у нас своя больница и будем сюда ходить. Отдельно есть дневной стационар, есть физиотерапевтическое отделение. То есть не нужно будет выезжать в районную больницу, все можно будет проводить на месте. Необходимое лечение и реабилитацию. Капитальный ремонт амбулатории начали в марте прошлого года. Само здание было ветхим, сыпалась штукатурка, на стенах была плесень. Сейчас же оно отвечает всем стандартам и оборудовано по последнему слову техники. Новое стоматологическое оборудование, это новое физиотерапевтическое оборудование, ставит 12 единиц только физиотерапевтических. Дневной стационар обновлен полностью, то есть лаборатория, все необходимое оборудование, которое согласно стандартам оказания помощи, оно у нас на сегодняшний день имеется. На капремонт по нацпроекту здравоохранения выделили больше 40 миллионов рублей. Проделали большой объем работы, и все согласно графику. В ближайшее время в амбулатории появится и аптека. В этом году в Моздокском районе откроют еще одну амбулаторию в Предгорном. Лидия Цехилова, Георгий Гагиев. Специально для программы «В итоге».
Все городские маршруты будут работать в обычном режиме. Ни один из них не отменили. Об этом нашему телеканалу сообщили в администрации Владикавказа. Проект транспортного планирования утвердили. Он поможет оптимизировать маршрутную сеть, обновить автомобили, инфраструктуру и в целом улучшить качество обслуживания. Все решения об отмене и изменении маршрутов будут принимать, учитывая мнение пассажиров и перевозчиков. А скоро на дорогах появятся новые автобусы вместимостью больше 40 человек. У нас 60 транспортных средств заключены договоры. И тоже еще промониторим ситуацию с частными перевозчиками, какая там ситуация сложится. Если, конечно, у нас, конечно, нет самоцели там убрать частных перевозчиков с рынка, но если будет не соблюдаться интервал движения транспортных средств, то, конечно, администрация будет принимать меры по приобретению большего количества состава и, соответственно, выпускать на линию своих транспортных средств среднего класса в большей степени. Знать свои права и не стать жертвой недобросовестного продавца. Совершая те или иные покупки, люди неожиданно могут столкнуться с проблемами. И многие даже не знают. По закону большинство спорных и сложных ситуаций можно решить в свою пользу. Права потребителей защищает целое управление в Роспотребнадзоре. Со специалистами пообщалась Залина Калманова. Почти каждый день люди сталкиваются с недобросовестными продавцами. Особенно там, где ожидать этого можно меньше всего. Как правило, в таких случаях покупатели пытаются решить проблему на месте. И получая ответ «ваш гарантийный срок истек» или же «товар возврату или обмену не подлежит», воспринимают это как факт. Лишь малая часть обращается в управление по защите прав потребителей. При выявлении недостатков потребителю необходимо обратиться к хозяйствующему субъекту, с которым у него заключен договор. Обратиться нужно письменно, изложить свои требования в претензии. Потребитель должен принять и рассмотреть эту претензию. Неприятный случай, который, к счастью, закончился благополучно, произошел с Анастасией Галаган. Она случайно заказала наушники на одном из популярных маркетплейсов. Оплата за товар прошла. Девушка сразу связалась с продавцом и попыталась отменить заказ. Но тот отказался, аргументируя это тем, что товар возврату или обмену не подлежит. За помощью Анастасия обратилась в Республиканское управление Роспотребнадзора. После моего обращения в Роспотребнадзор сотрудники оперативно помогли мне вернуть деньги. После этого я теперь знаю, что можно вернуть деньги, если еще товар не получен, либо при получении через 7 дней, в течение 7 дней можно вернуть товар. И таких историй специалисты отдела по защите прав потребителей знают достаточно. Зачастую обращения касаются именно онлайн-магазинов. На маркетплейсах люди чаще всего сталкиваются с обманом. Товар может прийти с повреждениями или ненадлежащего качества. Поэтому специалисты советуют вскрывать его прямо в пункте выдачи. Вот у нас было обращение, приобрели парфюм, дома уже вскрыли и буквально через 2 недели написали нам обращение на то, что в парфюме не хватало значительного количества. И якобы флакон был с трещиной. Вот это механический недостаток, трещина во флаконе. Да, когда она могла произойти до передачи потребителю или после, так как при покупке парфюмерии редко кто вскрывает коробку уже на месте. Поэтому, когда речь идет о таких недостатках, то доля вероятности доказательств причины возникновения недостатков, она очень низка. Потому что это все-таки механическое повреждение, ни одна экспертиза не установит, когда она произошла. Но и вне интернета легко можно наткнуться на брак. Это касается продуктов питания, одежды и техники. Если потребитель хочет обменять такой товар, то производитель имеет право отправить его на экспертизу. Качество оценивают в Республиканском центре гигиены и эпидемиологии. Мы проводим исследования, даем свою оценку, составляем экспертное заключение, которое будет итоговым документом, который выйдет отсюда, и ставим Роспотребнадзор в известность, то есть мы отправляем все материалы обратно им. В Республиканском центре гигиены и эпидемиологии 4 основных лаборатории. Здесь специалисты проверяют качество продуктов питания, воды, а также одежду на наличие повреждений. А после дают оценку и составляют экспертное заключение.
Этот прибор определяет наличие тяжелых металлов в питьевой воде или продуктах питания. Процедура такая. Образец специальной пробирки закладывают в автосэмплер. Его используют для проведения анализов. Дальше материал попадает в печь, где его обжигают при высокой температуре, а затем данные попадают в компьютер. А если жители республики жалуются на загрязнение воздуха, специалисты незамедлительно выезжают на место и берут пробы. Если происходят чрезвычайные ситуации, то мониторинг воздуха производится на постоянной основе. Также мы даем рекомендации населению, то есть это может быть ношение масок, либо там проветривание помещений, в зависимости от ситуации. Всего за 2023 год сотрудники Роспотребнадзора рассмотрели 486 обращений граждан. Чаще всего люди жалуются на некачественные товары. Специалисты регулярно проводят контрольно-надзорные мероприятия, а также проверяют товары в интернете на наличие системы «Честный знак». Залина Калманова, Алан Суанов. Специально для программы «В итоге». Бродячие собаки давно стали настоящей проблемой. Они сбиваются в стаи и нередко бывают агрессивны. Такое соседство жителей откровенно пугает. Сотрудники Владпитомника регулярно отлавливают и стерилизуют животных. Для этого нужны немалые ресурсы, в том числе рабочие руки, а их сейчас очень не хватает. В приюте у каждой собаки своя история. Здесь четвероногие совершенно разной породы и возраста. От маленьких и пушистых до больших и энергичных. Эту хаски зовут Хлоя. Сюда она попала несколько месяцев назад. Собаку вместе с щенятами выбросили хозяева. Сотрудники питомника сразу начали их лечить. Но из 5 спасти удалось лишь 2. Одну мы пристроили девочку, она прям была копия как мама. Вторая, вот как вы видите, вот она вот такая получилась у нас. Очень жалко выпускать. И так сложилось, мы стали обращаться в Инстаграм к кураторам, ко всем, кто может там помощь хаски. И нам отозвались, одна очень хорошая девушка. И вот пока отсюда тоже уехала еще одна хаски, до этого Лесси ее звали. И она ее тоже будет забирать, поэтому мы сейчас ее стерилизуем и отправляем. То есть в Сочи она будет жить пока там до пристройства. В питомник собаки попадают по-разному. Некоторых приводят сами хозяева, других отлавливают на улицах. Здесь они находятся в безопасности и получают заботу и внимание сотрудников. Собак, которых отлавливаем, мы их, значит, идет такая цепочка идет: отлов, доставка в приют, вакцинация, значит, ищем нового хозяина, если не найдем, мы его стерилизуем, одеваем бирку и потом выпускаем в прежнее место обитания. А теперь и условия в питомнике стали лучше. В прошлом году здесь построили 108 дополнительных вольеров, карантинный блок и теплое помещение для щенков. Сейчас в питомнике 181 собака. Это число с каждым днем увеличивается. Места для новых обитателей есть. Для собак и их щенков есть отдельный карантинный блок с просторными вольерами и мягкими ковриками. Специалисты говорят, здесь животные чувствуют себя комфортно и безопасно. Главная проблема, как говорит директор питомника Ахсарбек Дидаров, кадровый голод. Сейчас в штате 35 человек. Не хватает рабочих для уборки вольеров, санитаров и специалистов по отлову собак. Желающих просто нет. Кто-то боится собак, кто-то не хочет эту работу выполнять. Ну, ищем. Активно мы работаем, чтобы... Вот буквально 4 дня назад мы взяли женщину, вот она сейчас заходила, кормила. Вроде справляется, интересно ей. Ну, будем искать, другого выхода нету. Проблему с кадрами помогают решить волонтеры. Они выгуливают собак, утепляют и чистят вольеры. Только в прошлом году работники питомника отловили 1700 бродячих животных. 1137 из них стерилизовали. А благодаря волонтерам 150 особей нашли хозяев. Волонтерская организация, я бы сказал, вот именно те волонтеры, которые работают с нами, их не так много, ну где-то 4-5 человек, да, они нам большую помощь оказывают. И плюс я бы еще раз хотел поблагодарить. Вот есть в Новосибирске волонтерская такая организация, база реабилитации животных. Они нам в прошлом году 2 раза приезжали сюда и нам очень большую помощь оказали по стерилизации собак. В питомнике создают все условия для животных. Несмотря на кадровый дефицит, здесь они ни в чем не нуждаются. Ни в чем, кроме главного – любви, ласки и заботливых рук хозяев. Залина Калманова, Артур Дудаев. Специально для программы «В итоге».
Состоялся премьерный показ второй части документального фильма «Этапы большого пути». Он посвящен столетию со дня образования Северной Осетии. Картина рассказывает об историческом периоде с 1960-х годов до сегодняшних дней. Эта эпоха характерна прорывом в социально-экономической сфере, культурным бумом. В эти годы активно строили и открывали промышленные предприятия. Работа над лентой шла год. Первая часть вышла в свет в 2022 году. Документальный фильм «Этапы большого пути» создан по инициативе Комитета по делам печати и массовых коммуникаций Республики. Продюсер Алан Албегов, авторы – сотрудники телекомпании «Осетия Ирыштон», Белла Накусова и Альбина Джанаева. Работа была проведена колоссальная, потому что первая часть включает элементы постдокументального кино, да, то есть это когда документальная линейка, видеоряд добавляется какими-то художественного посыла элементами. Так, например, художник Савлаев нарисовал рисунки, которые иллюстрируют период, когда еще не было ни фото, ни видеофиксации. Продюсерский центр использовал огромное количество кинофотодокументов, которые были получены из государственных архивов. У нас потрясающего уровня спикеры. Это представители научной среды, журналисты, педагоги высшей профессиональной школы, историки. Новый сезон, новая глава конного театра «Нарты». Отремонтированная арена, практически полная замена манежа от основания до барьеров, современное покрытие и вместе с этим совершенно другие условия для тренировок и репетиций. Сами артисты рассказывают, в старых заниматься и выполнять опасные трюки было уже небезопасно. Новые возможности оценила Дана Малышева. Грациозная Атила тестирует новый цирковой манеж. Чистокровному испанцу андалузской породы 5 лет. Точно таких же раньше держали в конюшнях почти все европейские монархи. Жеребец – артист конного театра «Нарты» с Нателлой Казити. Тренируется чуть ли не с рождения. На новом резиновом покрытии Атила работает намного увереннее, говорит заслуженная артистка Южной Осетии. Прошлая резина, она доставляла массу неудобств, потому что, допустим, если в манеже поднимался концентрат воздуха, лошади имеют свойство потеть, нагревать воздух, и весь этот конденсат скапливался, резина становилась скользкая, и лошади могли подскользнуться, упасть, и люди тоже травмировались, поэтому работать уже дальше не представляло возможности на такой резине. Летняя сцена на 500 мест зимой не работает. Этому крытому ангару на 100 зрителей 4 года. Даже когда не позволяет погода, 10 лошадей тренируются здесь и выступают ежедневно, копытами разбивая резину. По указу Сергея Миняйла на качественное покрытие из республиканского бюджета выделили 2 миллиона рублей. Его постелили по госстандартам в 3 слоя, чтобы было устойчиво, мягко и бесшумно. Лошади для нас все, говорит главный режиссер театра Валерий Попов. И это отношение видно сразу. Практически была произведена полная замена манежа от основания до барьера. Нам полностью выровняли бетонное основание, произвели полную замену резинового покрытия на каучук и, соответственно, подняли борт на 10 сантиметров, соответственно, тому, насколько поднялся пол манежа. Износостойкое, эластично, упругое каучуковое покрытие используют во всем мире. Акробаты уже на конях, а это значит, цирковой манеж готов. Верхом со страховкой ездят только на репетициях. Перед зрителями смело выступают без нее. Убедиться в этом можно лично. До конца февраля первый в России государственный конно-драматический театр «Нарты» показывает детский спектакль «Али Баба и разбойники». А совсем скоро вернутся легендарные концертные программы. Дана Малышева, Диана Кабалоти. Специально для программы «В итоге». Это были все новости уходящей недели. Я прощаюсь с вами. Всего доброго.